Так, ассалам алейкум, приветствую всех. Сейчас посмотрим, есть ли эхо, и уберем звук. Так, ассалам алейкум, приветствую всех. Так, вроде звука нет. Скажите, пожалуйста, как вы слышите и как вы меня видите? Слышно, видно хорошо. Так, отлично просто тогда. Тогда мы пододвинем немного микрофон, чтобы было лучше слышно и видно. Приготовимся и начнем. Еще раз. Ассалам алейкум, приветствую всех. Сегодня 31 июля 2020 года. И с вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Reality. Поехали. 10 на 10 говорит. Так, давайте начнем с того, что я вас всех поздравляю, всех мусульман поздравляю с праздником Курбан-Байрам. Да, Урбнаш, да, Обалдуэль Масейра. Всех братьев мусульман. Я написал у себя там друзей, меня сразу не друзей, а братьев. Да, мусульмане, братья. Но, как мы видим, нас поздравляют все, и не мусульмане, и мусульмане. Ну, например, в Фейсбуке меня поздравляют украинцы, евреи, русские. Ну, все поздравляют, все, кто посчитал нужным, поздравляю. Спасибо всем большое. И я также присоединяюсь к поздравлениям и поздравляю всех. Так, давайте поздороваюсь я со всеми, приму от вас приветствие. Так, Александр Уайт, приветствую. Приветствую. Так, потерялся Александр Уайт. С праздником мусульмане, говорит. Вот Александр Уайт говорит, поздравляю. Спасибо, Александр. Мерседес Бенц, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, салам. Несущий мир, Асан, где Адам Гюрджи? Всех приветствую. Дима Бимбат, приветствую. Адам Гюрджи, по-моему, это ты и есть несущий мир. Приветствую тебя, несущий мир. Так, Оварк, ассаламу алейкум, Асерга, ва алейкум ассалам, Оварк. Так, с праздником Курбан-Байрам, Сергей Бабошко, вот, украинец нас поздравляет, спасибо большое, Сергей. Чеченский след, Рязанский сахар, ставим лайки, напоминает нам. Амин Аллах рейс хулилаун джаннат муслима джаннат муслима масана хуль Аллах рейс. Так, ассаламу алейкум, ислам нохчи. Ассаламу алейкум, с праздником Ид аль-Адха, говорит Виктор Полока. Ва алейкум ассалам, Виктор. Благодарю вас и вас также я поздравляю. Александр Штром, Данкишон, Биттешон. Александр Сергей Бабошко, Украина. Так. Ассаламу алейкум, Асарга, говорит Асламбек Тутаев. Ва алейкум ассалам. Так. Территория Асна. Адам удалил канал свой. Да, Адам удалил свой канал. И давайте больше пока не будем возвращаться к этой теме. Хорошо? Мы с Адамом еще сегодня поговорим. И так выясним. Была причина, по которой нужно было, чтобы... Вот нужно было. Давайте вот на этом остановимся. Прошу вас больше не возвращаться сегодня, по крайней мере, к этой теме. Я поговорю с Адамом и решим. Так. Хамзат Гилаев, ассаламу алейкум, Урубна ждал обал дуэль масира. Ну алейкум салам, дуэль Хамзат, Урубна обал. Александр Уайт, не всегда получается у вас смотреть в прямом эфире, но я в повторе смотрю. Спасибо, правильно делаете. Значит, вы узнаете реальность, которая происходит в России и во временно оккупированной Чеченской республике, Ичкерии в частности.
Так, Руслан Абудов, ассаламу алейкум, последняя чат-рулетка была просто бомба, говорит Руслан Абудов. Но вы не представляете, как трудно общаться с ними, да, потому что мат-перемат, оскорбления, там приходилось где-то отрезать. Ну, тоже не сдерживаешься, когда тебя оскорбляют, начинаешь отвечать. И это все остается в интернете. И потом это мне будет предъявлено, я вас уверяю. Так, Дима Вимбат, так, тоже поздравляю, Дима, и тебя поздравляю. Так, совершенно, про что сегодня тема, Аслан? Так, несущий мир говорит. Сегодня я вам расскажу опять же про нашу постоянную тему, да, будем раскачивать эту тему до того момента, пока она не раскачается. Знаете, я много раз уже себя в эфире говорил, и сейчас скажу. Мой дедушка, отец, говорил, если ты пришел куда-нибудь там, ну это речь, конечно, шла о Совке, о Советском Союзе, если ты чего-то добиваешься, просишь у высоких кабинетах сидящих людей, просишь какой-то услуги, то стучи пальцем, пока этот палец не пробьет дверь. Стучи в дверь, пока тебе здесь не открывает, не отворачивайся. И мы будем добиваться. Пока мы можем, мы будем добиваться. А пока мы можем, это пока мы можем говорить. Пока мы можем писать, мы будем говорить и писать. Писать и говорить. И хотят русские этого или не хотят. Многие, как вот сегодняшний этот, или ну, это было несколько дней назад, там записано, эта чат-рулетка. Ну, прям истерика у них случается. Многие понимают, они даже слышать не хотят. Да, слышать не хотят. Но мы знаем правду. И что бы они не пытались с нами делать, как бы они не пытались нас тут вывести из равновесия, там, обзывают там психически нездоровым, параноиком, больным, работником на каких-то там. И почему-то один интересный момент. Меня называют в интернете вот эти все агенты ГРУ и ФСБ. Ну, больше всего ГРУ. Здесь, например, от блогерской деятельности некоторые занимаются от ГРУ. Я об этом публично говорю, буду говорить, буду разоблачать, и потому что это враги чеченского народа, которые прикидываются там какими-то там религиозными деятелями. Так вот, если они называют меня здесь работником российских спецслужб, но министр пропаганды их новый, которого сейчас назначили, этот министр пропаганды собрал ментов, гаишников или, ну, дорожная полиция, не знаю, как у них там называются, собрал этих гаишников и им рассказывает, каждый должен писать комментарии. Там, когда говорят про главу администрации, ну, про главу временно оккупированного, ну, гауляйтера Кадырова, говорят про всех нас, оскорбляют всех сотрудников полиции, вы ничего не пишете, пишите каждый комментарий, ну, хоть один комментарий напишите, хоть что-то, почему это вас не задевает, ну, проводит политинформацию с ними, объясняет. И говорит, в Германии правозащитники собрались там, это когда мы с Айтамином здесь открывали в Германии немецкое представительство, немецкое отделение Международной ассоциации мира и права человека, собрались, и после этого они ведут активную работу против нас. Хотя блогерскую деятельность я начал вести до того, как мы здесь открыли вот это отделение, немецкое отделение. Точнее, оно у нас было открыто, просто мы провели первое наше собрание с участием Сайдамина Ибрагимова. Если вы помните, после той провокации, которую нам устроили провокаторы из ГРУ, российских спецслужб, перед митингом, перед Генпрокуратурой по поводу убийства Зелимхана Хангашвили, если вы помните. После этого митинга
все-таки было принято решение признать убийство Зелимхана Хангашвили политически мотивированным, что Далдер Алуэле, Далазуэт Ауэлес, Зелимханом Цунета Дауэлла, но для его семьи, для расследования этого дела, для важности и для всех чеченцев важно было, чтобы его признали политически, это преступление политически мотивировано. Конечно же, недостаточно было сделано, но это уже другая история. И вот, когда мы после этого митинга перед Генеральной прокуратурой вернулись в Гамбург, провели совещание, и вот сидит министр пропаганды, агент российских спецслужб, конечно же, это никакой не свободный человек, рассказывает, что правозащитники, мое имя в табу, оно не называется, нигде никогда не упоминается, не дай бог мне сделают какую-нибудь рекламу, пиар какой-нибудь. И тогда Саид Амин, если вы помните, сказал, что против нас была сделана провокация вот этими ГРУшными агентами, которые здесь действуют. Брат одного живет здесь, в Германии. И, говорит, выделяется этот министр пропаганды, который новенького назначили после того, как уволили Джамбокса. Видимо, Джамбокс где-то проявил нелояльность. Вот это слишком, вот это восхваление людей, оно очень тоже подозрительное. Джамбокс, слишком восхвалял Кадырова. Видимо, там было что-то не то. Помните, восхвалял очень сильно Кадырова этот Апти Алаудинов, замминистра он у нас во время оккупированной Ичкерии. Является. Сейчас он из дома не выходит, во дворе сидит, даже ему во двор нельзя выходить. Оказывается, они готовили какую-то там пакость Кадырову. У них это все провалилось, попытки не оставляются, ГРУ против ФСБ, ФСБ против ГРУ, и все они против Кремля, точнее не против Кремля-то они побаиваются, но фигур, которых расставляет Кремль, против них не соглашаются они. Например, одно время был Зязиков, да, который представлял ФСБ. Потом пришел Евкуров, он ГРУ. И вот так время от времени они между собой делят посты. Конечно, самое главное ФСБ в России. Но ГРУ, например, убийствами и работой за границей занимается. По идее, это должна заниматься служба внешней разведки, СВР. Но в основном убийствами, вот этими профессионально убивать на Кавказе в первую очередь, потом уже в Грузии и в Украине, они научились, и потом в Сирии, научились именно военные. И военные считают, что они теперь важнее, и постоянно конкурируют. И Кадырова нужно подвинуть и заменить на другого человека, потому что Кадырова всех зажал там. Обычная грязня пауков в банке. И вот этот министр пропаганды, новенький, который молодой парень, говорит, миллионы выделяются, миллионы долларов выделяются, институты целые работают, там, и так далее, и так далее. Мне говорят очень смешно, где эти миллионы, здесь правозащитники, которые в Германии собрались, провели конференцию, там наше вот это собрание учредительное, которое мы провели, оно уже считается каким-то таким супер опасным. Но, конечно же, правда для них страшна, самое страшное для них правда. А мы говорим только правду. И мы говорим прямо, что это является агент. И будем говорить любого, кто является агентом. И знаете, у меня одна проблема, наверное, это немного покажется с бахвальством, да, каким-то с своей стороны. Но с другой стороны, это немножко и глупость. Я иногда, я каждого чеченца считаю генералом. На самом деле, как считал их Дудаев, честное слово. Пока я не узнаю, что он ефрейтор или пехотинец какой-нибудь. До тех пор я считаю генералом. И я считаю, что чеченец должен понимать такие простые вещи. Потому что, вроде же умный человек, вроде ты с ним разговариваешь, вроде не глупый человек.
И не всегда, оказывается, люди понимают о том, что я провожу какие-то свои общественные расследования, что я занимаюсь там, я провожу большую работу. Мне поступает много информации от разных источников. Мне начали очень много людей доверять. Это правда. Извините, что я сейчас заговорился. Я просто немного вам расскажу о ситуации. И я получаю дезинформацию, которую я считаю, что это дезинформация. Я получаю достоверную информацию, которую я считаю достоверной. Проверяю по разным источникам. Она является достоверной. И я всегда заявляю прямо то, что я думаю. Потому что я не политик. Я не претендую ни на что вообще. Мне вообще ничего не нужно, кроме справедливости к моему народу. И даже это может показаться немного нехорошо, мне даже не столько права живых людей интересуют, сколько права убитых 300 тысяч наших людей меня интересуют. И еще больше, чем в целом этих 300 тысяч, меня интересуют права 42 тысяч детей убитых русскими фашистами в моей стране. И я буду за это до конца стоять, чего бы мне это ни стоило. Репутации, здоровья, нервов, денег, жизни не имеет значения. До конца, до мула. Поэтому я буду говорить то, что есть, то, что я вижу. Я буду искать болезненные места для России, для вот этой правящей клики, для этого фашистского режима в России. И иншаллах, да мула, я добьюсь результата. И я добился результата. Я не могу говорить про все результаты, которые я добился. Некоторые, которые меня смотрят, знают про эти результаты, некоторые не все знают. Но мы будем добиваться. Я не один, конечно же, я просто говорю за свою конкретную персону. Нас очень много. И я, когда говорю какие-то вещи, например, я в чат-рулетке общаюсь, в других местах говорю, спорю с русскими. Я говорю это, не только с русскими, попадаются и чеченоговорящие, как вы видели там у меня в стриме, в самом одном из первых моих видео. Я делаю то, что я считаю правильным. Я получал образование, я работал по этой специальности, я умею выявлять агентуру, я могу видеть, анализировать моменты, да, видеть скрытые вещи, которые пытаются от нас утаить. Я не обвиняю всех подряд, как на меня пытаются там возвести ложь, что я всех подряд обвиняю. Нет, я не всех подряд обвиняю. Я очень мало людей обвинил. Например, здесь в Германии живет Тимур Дугазаев. Тимур Дугазаев, например, я его обвиняю, его и его дружков, которые являются, скажем так, проводниками кадыровской или кремлевской, да, нет никакой кадыровской, есть кремлевская, просто через Кадырова это делается, потому что и менталитет чеченцев такой, что если ты доводишь какую-то информацию до русских, то ты стукач. Но если ты доводишь информацию до кадыровцев, это же там брат, сват, там, Кондрат там, и так далее. Хотя этот же Кадыров клянется открыто, что он пехотинец Путина и так далее, и так далее. И меня заказывали, мое убийство, благодаря тому, что я выражаю благодарность и я обязан этому человеку, который признался, что меня заказали меня убить. И я так буду, и для меня нет значения, какой человек национальности. Для меня есть значение, что этот человек, и даже не моя жизнь. Вначале речь вообще о моей жизни там и не шла, когда я занимался этим делом.
И меня не совсем правильно информировали, и речь шла о Мансуре Старом, которого позже убили. Я об этом говорил, писал заявления, я об этом распространял информацию и буду распространять информацию. О Минкаиле Мализаеве речь шла, о Джафаре, позже тоже Джафар появился. Ну, еще одного человека, потом выяснилось, что его просто нужно было узнать адрес. И вот такая вот ситуация. Его убивать, вот этого сказочного, не надо было. Поэтому мы будем проводить эту работу, проводим ее, и да, мулла, доведем ее до логического конца. Но, что бы ни случилось, я буду говорить правду. Если я не могу говорить эту правду, я просто замолчу, если я не могу ее сказать. Но я никогда не буду врать, да, мулла. Я не буду врать, не собираюсь врать, по крайней мере, вам в прямом эфире, когда мы говорим. И поэтому мой канал и моя деятельность называется «Реальность». Я говорю про реальность. Я вот ставлю такой эксперимент, когда все самый смелый, отважный народ на земле предпочел выдержать паузу и замолчать, я посчитал, что и раз я юрист, и раз я правозащитник, адвокат, бывший, я не могу молчать. И я призываю всех юристов, правозащитников, выезжать из России и давайте вместе делать эту работу. Мне нужны подготовленные в юридическом смысле люди, очень нужны. Да, есть ребята, которые готовы на многое, на все, можно сказать, но мне нужны, мое оружие ручка, все. Я только за мирные методы решения, только за законные методы решения любой проблемы. И вот будем продолжать вести нашу борьбу для того, чтобы вот эти погибшие 300 тысяч наших граждан, в том числе погибшие 307, по другим оценкам 310 граждан России, убитых Патрушевым, Путиным, ФСБ, ГРУ, там вот, ну, Патрушев тогда был директором ФСБ, и больше склонность к тому, что это ФСБ. Об этом говорил Литвиненко. И вот я бы хотел бы довести и молчаливых, отнекивающихся от этой ужасной правды русских, которые кичатся, что они такая великая большая страна, что они не проигрывали ни одной войны, что они построили такую большую страну. Ну вы все это знаете без меня. Чтобы эти русские взглянули в глаза этой правде. И эту правду говорю им я, чеченец, который пострадал, мой народ пострадал из-за этих взрывов. Погибли эти 310-307 россиян. И обвинив в этом убийстве нас утопили в крови. Мы самый ущемленный в правах народ на сегодняшний день на земле. Это не преувеличение. Поэтому я считаю своим долгом говорить. Я буду говорить, я буду добиваться того, чтобы наши права хоть чуть-чуть, да, я, может быть, не сделаю права такие же, как у немцев, чеченцев. Хотя я на это очень рассчитываю. Иметь такую же систему правовую, такой же защита прав, минимальный уровень коррупции и так далее в нашей стране. И, конечно же, получить свободу в нашей стране. И будем всячески пытаться добиваться, что мы можем. Что мы можем? Много мы можем, сделаем много, все в руках Всевышнего. Сможем много, сделаем много, не сможем много. Можно заболеть коронавирусом, умереть, можно еще что-то случиться может. Ну, что угодно в этой жизни происходит, случается. Поэтому все, кто меня обвиняют, что я там
плохой, сякой. Я хочу обратиться к всем, кто меня обвиняет. Сделайте вы что-нибудь. Сделайте. Вместо того, чтобы обвинять меня где-то, что-то я не так сказал, не так сделал, там еще что-то. Сделайте сами, сделайте лучше меня. Честное слово, я вас поддержу. Как я поддерживаю любого, кто пытается что-то сделать. Пожалуйста. Я знаю, что мы сейчас проснемся, я знаю о нашем потенциале. И я рад, что я вношу свою маленькую лепту в это дело. И у нас все будет отлично. Все будет ичкерия. Дал-мула. Извините, что вот так я чуть-чуть отвлекся от нашей темы, сколько минут я вам уже тут наговорил, но вернемся к нашим темам. Кстати говоря, у меня еще есть видео, записанное в чат рулетки, и я общался с 20-летним парнем, по-моему, ему 20 лет, и с 15-летней девочкой, молодой девушкой общался. Они отлично, просто разительно отличаются от этого питерского ватника. И я до них хочу достучаться. И эти оба молодых, девушка и парень, людей, они не знали про взрывы домов. Я это тоже обрежу вам. Завтра вы, наверное, увидите это видео. Они не знали о том, что были взрывы. И это большой пробел. Я призываю всех русских, ни имперцев, ни фашистов, людей, которые не отказывают нам в праве иметь свое государство и для гарантий, для того, чтобы нас опять не уничтожали безнаказанно. Я призываю всех таких русских тоже присоединяться и давайте говорить, давайте распространять информацию. Ведь в Хабаровске уже сколько они ходят. Да, это достойно уважения, то, что вот столько дней они уже продержались. Это вначале я скептически к этому относился, но теперь я уже смотрю, ну, держатся ребята, держатся. Но главное правильно расставить акценты. Ведь Путин и вор это не главное. Ведь воры в России все, мы это прекрасно знаем. Ну, почти все, да, не будем огульно обвинять, там, пару процентов оставим. Ведь Путин террорист, Патрушев террорист. И все, кто меня обвиняет в чем-то, что я там плохой, там, сякой, скажите, давайте открыто, давайте разберитесь. Я тоже разобрался в этой теме. Может быть, еще не до конца. Давайте выйдите и тоже открытым забралом говорите, это не приносит никаких денег, но я вас уверяю, вы будете бить именно в точку. Я нахожу эти точки, ковыряю эти, как помните, Басаев говорил, надо пока по нерву надо настучать. Вот я ковыряю этот нерв и бью по этому нерву. И вот хабаровчанам я бы хотел бы сказать, требуйте рассекретить. Рассекретить требуйте. На 75 лет взрывы домов 99-го года засекретили. Как так? Теракт какой-нибудь, теракт вообще был засекречен у вас в России? Нет. Басаева теракт, как его именуют, никогда, наоборот, обвиняли невиновных, сажали всех толпами. Я в Московском городском суде, есть отдельно стоящее здание, это секретное, там особо секретные дела хранятся. И вот я туда иногда походил, потому что я занимался нашими партизанами, делами наших партизан. И не только чеченцев, кавказских партизан в целом. В основном они, конечно, на религиозной теме были. Вот наше сопротивление, это тоже долгая история, наше сопротивление плавно переросло при помощи России, российских спецслужб, ну и так далее. При молчаливом, иногда преступном отношении западных разных политиков
да, Джорджа Буша, Тони Блэра, ну и много было. Здесь в Германии до сих пор они есть. Например, Шредер, да, который сейчас в Газпроме заседает. И это движение потихоньку стало религиозным. Да? Обиделись люди. Они поняли, что больше помощи ждать неоткуда. Да? И люди гибли. Это не просто сидеть где-то в ООН или ОБСЕ или где там в каких-нибудь высоких кабинетах и радость. Нет, это очень тяжело. Убивают. Россия устраивала не просто же война, это была с соблюдением прав. Это был геноцид, это была резня. Я общаюсь, у меня много друзей появилось, я говорил только что, у меня появились люди, которые меня считают членом своей семьи, смотрят меня и считают, присылают мне деньги, постоянно поддерживают меня по-разному. И мне эти люди рассказывают, кто принимал участие в войне. Они рассказывают, первая война, она была, война. Вторая война, это была резня. Резня женщин. Первая тоже убивали женщин, детей, стариков. Но во вторую это была, просто беспощадная резня. Если ты воюешь, убивают твоих родственников. Запад молчал. Да, наши ошибки наравне с Западом и усилием России я не отрицаю, никогда не буду отрицать. Наоборот, просто сейчас не время обвинять. Мы пострадавший народ, и я сейчас видели, как там плетками себя бьют, там в Иране, по-моему, где-то там, когда на какой-то религиозный праздник бьют себя плеткой до крови. Нет, я пока этим заниматься не буду. Вот если когда весь Запад, мир даст нам свободу, даст нам это, я тогда буду говорить об этих. Поможет нам в этом всем. Я тогда тоже буду называть преступления, ошибки, хотя я так их называю. Но самобичеванием заниматься я не буду. Я не буду обвинять Басаева, я не буду обвинять Радуева. Да, совершали преступления, ошибки и так далее. Короче говоря, мы будем продолжать свою деятельность. Не буду сейчас вас загружать с философией своей жизни, своего понятия, восприятия. Миллионы мне не выделяются. Кавказ-центр, редактор Кавказ-центра, по-моему, он есть, да, это Удуговщина, которая также является наглой, античеченской, чаще всего, античеченской направленности, под религиозной приправой. Мне сказал, что я прислан в Питере учился, потом в Москве учился, прислан здесь агент там российских спецслужб и так далее. И одновременно он говорит, ты там не очень хорошо ведешь, критикует мою деятельность, мою работу. Я говорю, да, конечно, я не диктор, но ты мне ответь на один вопрос, я говорю, вот этот редактор Кавказ-центра. Если я так плохо веду, я не профессионален, а я не профессиональный диктор, мне дикцию мою напоминает, и так далее. Юрист не обязательно должен хорошо петь, как соловей. Юрист должен правильно распределить акценты и правильно составить документ. Это главная задача юриста. Конечно же, когда ты готов, у тебя все расписано, и в суде ты должен красиво сказать. И красиво сказать мы тоже сможем. Я говорю, если я такой непрофессиональный диктор, если я не подготовлен, и никто меня за эти 1,5 года не уличил во лжи, этого я не сказал, вообще я имею в виду. Да покажите вообще. Я говорю, почему же тогда Россия прислала на столь ответственную чеченскую тему, прислала такого неподготовленного, непрофессионального диктора? Да? Почему мне приходится самому все писать? Америка или как этот пропагандист, министр пропаганды во время оккупированной Чеченской Республики говорит, что нам выделяют миллионы, какие-то институты работают. Почему мне приходится моим подписчикам
просить переводить мне тексты, делать волцарях, титры. Я все делаю сам. И вот то, что мне помогают мои подписчики, мои единомышленники. И все мы делаем бесплатно. Наоборот, тратим свои деньги на это все. Поэтому все будет Ичкерия Дармула. И не обращайте внимания на то, что говорит, на то, что там на меня возводится ложь. Хотя я уже стал толстокожим, я уже спокойнее начал к этому относиться. И я думаю, я буду вообще к этому относиться как удав. Потому что другого выхода, это не мой уровень вообще. Некрасиво так говорить, но извините, как есть. Давайте перейдем к вашим вопросам. Смотрю, вы мне много уже пишете. Давайте перейдем к вашим комментариям. И потом мы поговорим о терактах. Обязательно поговорим о заложенной бомбе в самолет президента Польши Качинского, которого убил Путин и российская власть. И сейчас эксперты установили, сегодняшняя новость, эксперты установили, что бомбу заложили, самолет был Ту-154, и обслуживался он у русских. И вот во время обслуживания была заложена бомба. Эксперты установили. Об этом уже пишет сегодня газета. Поэтому поговорим об этом и еще о много чем интересном. Как обычно, только хорошие новости на канале Reality. Так, ватники вирус. Аслан, все мы не идеальны, но цель у нас одна, а пути разные у каждого. Да, мы все не идеальны, абсолютно с тобой согласен. Так, чеченский след, рязанский сахар. Да, Аслан, теперь моя шкура покрывается кевларом. Да, тебе придется пережить такие моменты. Так, давайте посмотрим. Я вас видел в Лубянке, говорит Константин Лебедев. Это я вас видел в Лубянке. У меня, я не знаю, Лубянка, ты имеешь в виду здание ФСБ, ты имеешь в виду? Там я не был. Я был в Лефортово много-много раз, это тюрьма ФСБ, по работе имеется в виду, конечно же, там, адвокатской работе. Но я не был в Лубянке. Хотя на площади Лубянки, метро Лубянка, я, конечно, там был, у меня там офисы располагались, то в одном месте, то в другом месте. Внутри Садового кольца, рядом с Садовым кольцом, внутри Бульварного кольца, у самого там. Ну, это другая история. Так, давайте дальше. Без дела я не сидел в Москве. Это я работал, я занимался работой, потому что в Москве очень трудно, если ты ничего не делаешь, просуществовать. Так. Как найти? Наше все, что со стороны кажется плохим, делали из безысходности и подлости Запада и от злодеяний Рашки. Так что кто обвиняет Басаева или еще кто-то, на Алтхулильшу. Полегче, как найти? Полегче. Понятно, что пешки, но здесь при чем тут это ватник? Так, это, по-моему, уже. Так. Ну, короче говоря. Давайте я сейчас начну. Ну, я смотрю, вы тут. Так, давайте я сейчас перемотаю все вниз, уходим. Так. Чеченский след. Несущий мир. Чеченский след. Смотри, не сломайся, игелоиды, путиноиды не спят. Так, Марк Робинсон, основ, в свободной Ичкерии мы будем ставить памятники защитникам нашей страны. Мы будем делать все, что соответствует и желанию, чаяниям нашего народа. Посчитаем нужным, поставим. Не посчитаем нужным, не поставим. Все это будет решать
его величество чеченский народ, граждане Чеченской республики. New Horizons. Реалити Варцуев. В Минске задержали 33 Вагнера, и у них была книга Коран. Может, они теракт готовили, подбросить эти страницы из Корана. Да, совершенно верно, я видел, я не видел Коран у них, я видел брошюрки разные на арабском языке, и сейчас рано об этом говорить, но по всей видимости их там нет, и проникли и начали готовить свержение батьки белорусов, хотя белорусам он уже давно не батька. Так что, да, конечно, самая сейчас опасности, отвлекающий маневр, момент, это, конечно же, Беларусь. Сейчас будет атака на Беларусь. Она не прекращалась и будет продолжаться. Так, наша Раштеев, так, это не мне. Аслан, несущий, Аслан, ассаламу алейкум. У меня здесь тезка появился. Да, ва алейкум салам. Ну вот, опять начинается. И все это время, не переставая, ведется против меня разная борьба. Открытая, скрытая и так далее. И вот то, что вы здесь пишете, то, что вы идете, и против то, что вы являетесь моими постоянными зрителями, подписчиками, против вас ведется, и будет вестись, друзья, за вами следят. И мы постоянно напоминаем своих эфиров, иногда, правда, когда не бывает нашего Чинго на месте, иногда забываю, не забывайте о конфиденциальности своих данных, не распространяйте информацию о себе. Соблюдайте принципы нашего сообщества, не оскорбляйте друг друга. Из-за меня не ссорьтесь ни с кем там, с игелоидами, там, еще с кем-нибудь. Ни с кем не ссорьтесь, пожалуйста. Я сам решу свои проблемы в соответствии с законом. Никогда мы не должны переступать закон. Меня самого провоцирует, постоянно провоцирует. И очень трудно сохранить баланс, показать, что ты не боишься, что ты не трус. И одновременно не попасться на провокацию. Очень сложно. Но при всем при этом как-то приходится лавировать, и пока удается. Ну, посмотрим. Так. Мила Йович, Асан, вы идете дорогой той, которую взяли свой курс, а говорить все будут всему свое время и узнают, кто есть кто. Да, абсолютно согласен. Все время покажет, явится истина, и любая ложь исчезнет. Так, Iron Man, Асан, я тебя с марта 2019 года верю, брат. Спасибо, брат, Iron Man, спасибо. Так. С израильским ником. А сам про какой самолет говоришь? Я говорю про самолет Леха Качинского, который заложили взрывчатку. Я вам сейчас прочитаю эту новость. Сейчас я постараюсь добежать до конца, прочитать, выполнить, так сказать, моральный долг перед вами и продолжить. Так. Шулдама, как сказал актер Серебряков, русский мир это сила, наглость, помноженная на хамство. Так, все, опять переместаю и быстренько закончу. Марк Робинсон, Аслан, правильно, что снова начал работать чат рулетки. Во-первых, информация до людей доходит. Во-вторых, это интересно, тоже продолжай, пожалуйста. Да, буду продолжать. Выпуск инкульта. Аслан, будь осторожен насчет 33 богатырей. Тут возможно, что Рашка сыграла по картам Лукаша, чтобы тот остался у власти. Ну а 33 богатыря отправили в расход, как всегда. Ну, может быть. Я поэтому пока прислушиваюсь, потому что я Лукашенко тоже не верю. Так, Рязанский, Чеченский, Рязанский. Так, это не мне. Маждада Ибанс, игелоиды нам не по пути, они токсичны, где они, там нищета, кровь, насилие и раздор. Впрочем, для этого их и выращивали. Да, совершенно верно. Несущий мир, это похоже на провокацию. Совершили бы теракты, подбросили бы те брошюрки
Потом КГБ Беларуси начал бы аресты мусульман, и Кремль начал бы подпитку, как ИГИЛ-версии в Ливии чеченскими джихадистами. Хамзат говорит, столько проколов сделали ФСБ, неужели мозгов не хватало у них, или это был саботаж? Да, кстати говоря, мы говорим там ФСБ там и так далее. Я вам скажу, что ФСБ это далеко не суперпрофессионал. Да, там есть профессионалы, высокого уровня профессионалы есть, это тоже надо признавать. Недооценивать врага тоже не надо. Но подавляющее большинство ФСБшников это ну, обычные как менты. Ничего особенного там нет, ничего супер каких-то возможностей нет. Чаще всего ФСБ берут тех, кто там, у них папа был ФСБшником, там, дедушка был ФСБшником. И это не значит, что если твой папа или твой дедушка был семипядей во лбу, то ты тоже становишься семипядей во лбу. Поэтому это такой не всегда, далеко не всегда, даже вот эти расследования таких громких террористических актов, да, в котором, например, я принимал как адвокат участие в деле, мои подзащитные, другие материалы дела были бы давным-давно задержаны, если бы чуть-чуть более профессионально работать, и даже эта доказательная база была очень слабой, потому что не могли достаточно хорошо ее подготовить. Поэтому ФСБшники такие же люди, квалификация у них очень низкая, и даже вы можете смотреть, как даже те убийства, которые они здесь совершают, практически 100% любое убийство, которое совершается здесь в Европе, раскрывается, то есть устанавливается преступник. Чаще 50 на 50, скажем, преступнику удается скрыться, именно исполнителю, как это было там с убийством Мансура Алиева. Но тогда они просто действовали на веру, просто наглую, просто взяли, открылся, такой халиф на час был этот Мамадиев, которого подозревают в убийстве Имрана Алиева. Например, то же самое убийство Исраилова. Да? Киллер успел скрыться, 3 остальных получили большие сроки, 1 пожизненно, 2 получили там большие, 19 там, сколько-то лет. То же самое с Хангашвили, например, да? Тоже скоро будет суд, будем следить за процессом обязательно. Ну и так далее. Так, давайте перейдем от меня к темам конкретно. Так, давайте перейдем. Так, давайте сперва я вам хочу показать про взрыв самолета Качинского. Обязательно эту новость нам нужно сейчас будет озвучить, потому что это очень-очень важно. Мы должны узнать. Вот она, эта новость. Я вам ее сейчас покажу. И мы можем переходить уже к следующей теме. Так, смотрите. News.ru.com 31 июля 2020 года. В Польше пришли к выводу, что в самолет Качинского заложили тротил во время ремонта в России. Польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качинского утверждает, что тротил, взрыв, который якобы стал причиной крушения, самолет заложили во время ремонта в России. Об этом сообщает РИА Новость. Самолет Ту-154 Качинского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находилось 96 человек, 88 пассажиров и 8 членов экипажа, летевших на траурное мероприятие в Катыни, где в 1940 году были расстреляны тысячи польских военнопленных, находившихся в самолете, люди погибли. Кстати говоря, я напомню, что в 1940 году польских военнопленных расстреляли русские.
НКВДшники, да, КГБшники. Они их расстреляли, и потом это как бы долго отрицали, что это они, сваливая все на немцев, да, на гитлеровцев. Но потом пришлось признать. И вот Лех Качинский, высшее руководство страны Польши, они летели именно на вот это памятное мероприятие. И какая подлость, да, КГБшники убили в 1940 году тысячи польских офицеров и солдат, и большая часть офицеров, по-моему, там было. И эти же потомки этих КГБшников потом взрывают президента, который летит почтить память. Я не знаю, как эта страна потом, вот поляки и русские, как они больше, когда-либо больше смогут друг другу доверять и вообще отношения. И потом кто-то говорит, какая-то русофобия у кого-то. Это такие же славяне, но не такие же славяне, конечно же. Но как так возможно вообще? Как можно вот так взять и поступить? Я не знаю, почему русские молчат. Русские, вы говорите, не обвиняйте всех русских. Да, мы не обвиняем всех русских. Я знаю прекраснейших людей русских. Но как мне тогда обозначить это 2%? Когда я говорю про 98, имперцы, пофигисты, которые от вашего имени творится вот это преступление. Погибла жена президента, президент, министр обороны, ну высший, самый высший цвет польской элиты, все погибли. Чтобы свою власть установить в Польше, чтобы своих людей протолкнуть, убрать вот этих, это просто невероятная подлость. Так же, как эта подлость была совершена по отношению к Масхадову, например, с которым сказали, что будут вести переговоры. Где вы слышали, что переговорщиков убивали? Человека, пришедшего на переговоры. Вот Масхадова выманили и убили. Этих примеров просто Иловайск возьмите. Ну вот начали вы, нас там нет, мы братский народ, мы там вас любим, уважаем там. Украинцы сидят, эту лапшу себе на шею навешали и вам верят. Какая невероятная подлость. Братья славяне, мы братья. Никогда вам больше украинцы не поверят. Русские, это вам не... Путин умрет сегодня-завтра. Когда он там умрет? Патрушев умрет, другие умрут. Но останется украинский народ и русский народ. И украинский народ никогда больше уже не поверит. Ну и 100 лет ему потребуется, чтобы начать верить. Это невероятная подлость. Даем коридор, выходите, да, мы вам даем выйти там и так далее. Русские, украинцы не могли поверить, что вы с ними воюете даже. Даже на той войне не могли понять. Но на войне уже было понятно. Межгосударственный авиационный комитет, переходим к новости, в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах. Непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системным причинам недостатками в обеспечении полета и подготовки экипажа. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Также указывалось на ошибки российских диспетчеров Смоленского аэропорта, однако власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии. Новая комиссия под руководством бывшего министра обороны Польши Антония Мачеревича в пятницу опубликовала промежуточный отчет о проделанной за несколько лет работе. В отчете утверждается, что причиной авиакатастрофы стали два взрыва в левом крыле центральной части самолета. О взрывах говорит характер повреждения воздушного судна и разлет обломков, а также характер травм, полученных теми людьми, которые находились на борту, пишет «Ведомости». Это польская газета, видимо. Так, многие тела были разорваны на части. 74% жертв полностью или частично лишены одежды, словно подверглись воздействию взрывной волны. 47% людей сильно обгорели. Наконец, многие тела были нашпигованы инородными предметами,
осколками обшивки, стеклами и даже стальных конструкций. Согласно польской версии, первый взрыв разрушил левое крыло самолета, затем сработала вторая бомба, заложенная рядом с так называемым генеральским отсеком центральной части лайнера. Именно второй взрыв убил высокопоставленных пассажиров в этом отсеке. Версия о катастрофе в результате столкновения с землей эксперты отмели, поэтому противоречит весь очень обширный доказательный материал. Этому противоречит весь очень обширный доказательный материал и результаты очень большого количества экспериментов и анализов, говорится в отчете. Там также утверждается, что российские исследователи приняли меры о сокрытии истинных причин авиакатастрофы. Комиссия утверждает, что наличие следов взрывчатых веществ на борту тротила, пентрита и РДХ гексогена подтвердили польская и британские лаборатории, где проводили исследования. Отмечается, что следы взрывчатки обнаружили в пробах, взятых с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 номер 101, самолет Качинского, и Ту-154 номер 102, еще один принадлежащий Польше самолет в 2009 году. В этом случае лаборатория в штате Орегон, США, выявила наличие тротила. Надо отметить, что это была часть, которую никто не раскручивал, кроме ремонтников. А следы тротила были найдены внутри нее, утверждает комиссия. О том, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, в Варшаве заявляют с 2016 года. Для поиска следов взрывчатых веществ проводилась эксгумация тел погибших, в том числе Качинского. А ряд польских экспертов заявляли, что проведенные вскрытия не подтверждают версию о взрыве на борту самолета. В МИД РФ говорили, что утверждение о взрыве иррациональны. Версии о взрывном устройстве опроверг и Следственный комитет России. Ну, конечно, опроверг, что он еще скажет. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко отмечала, что подобные заявления еще одна неуклюжая попытка подвергнуть сомнению очевидна. По словам Петренко, согласно выводам экспертов, на фрагментах самолета Ту-154М, а также на останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ, а также веществ, не характерных для материалов конструктивных элементов самолета и продуктов его эксплуатации. Петренко подчеркнула, что у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы. С учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром. Но этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа, которые продолжили заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения Земли и привели к трагедии, считают российские следователи. Вот так, просто так русские, как обычно, заявляют, что это не они, это нас там нет, это не мы. Нас там нет, и их там нет, и появились не только в Украине, они были еще задолго до Украины в Чеченской республике, во время Первой русско-чеченской войны. Всегда Россия утверждает, сбитый Боинг также отрицает, точнее, всегда она отрицает, что это не она, и веры никакой России нет и быть не может просто по определению. И вот, пользуясь моментом, я бы хотел бы показать фотографию газеты, которая в апреле 2002 года вышла. На ней газета называется «Мехкел Нохчи Лахт Ислам». Мехкел. Вот смотрите, я увидел эту фотографию, чеченский фотоархив, это в Фейсбуке. Просто это в тему нужно сказать, кто такая ФСБ, что это за организация. И об этом говорит Аслан Масхадов. ФСБ более серьезная террористическая организация, чем Аль-Каида. Я полностью в этом убежден. Я абсолютно в этом убежден. И нет ни малейшего сомнения, что и пока эта террористическая организация Америкой и западными странами не будет придушена, как гадюка, никогда в мире не будет спокойствия. Никогда. Это нужно раз и навсегда поставить точку. Нужно раздавить
привлечь к ответственности, обозначить всех преступников, назвать имена всех, провести иллюстрацию. Только так Россия и все остальные люди смогут вздохнуть спокойно. Также хотел бы напомнить, что сегодня, вот буквально в эти дни, появилась информация, год назад новая газета опубликовала доказательства массового, они говорят, расстрела, массовой казни людей в Чечне. Я знаю об одной из этой казни, это убийство 13 молодых чеченцев. Я занимался этим делом и знаю многие подробности, очень многие подробности, я много писал на это, я работал над этим и буду продолжать работать, пока виновные вот этих людей, убийства вот этих людей не будут наказаны. В 2017 году были проведены массовые задержания по всей Чеченской республике Ичкерия, временно оккупированной коллаборантами. Полк Ахмада Хаджи Кадырова, второй полк, он, по-моему, называется, который находится на Старо-Промысловском районе. Двоюродный брат Кадырова, Быстрый, как его там, как кличка, и командир Аслан, рыжий такой, сейчас его уже не видно почему-то, пропал. Ответить всем придется, вы все в уголовных делах, господа, кадыровцы, предатели, вы все в уголовных делах. Вы воюете против чеченского народа. Вы воюете против чеченского государства. И можете миллион раз повторить, что не существует чеченского государства. Оно существует, есть и будет существовать. Мы стоим на страже своего государства и своих прав. Прав граждан Чеченской республики Ичкерия, любой национальности, любого вероисповедания. И вам придется всем ответить. В январе-феврале были задержаны 2017 года и были казнены. Только в одном месте было казнено 13 человек. 12 человек, одного застрелили, 12 человек были задушены альпинистским канатом. И телефоны этих людей были отправлены в Сирию. Это говорит о том, что в Сирии существует, их люди существуют, и эти телефоны, с этих телефонов, эти ребята перед казнью отправили смс-ки, перед казнью они написали заявление о том, что подписку о невыезде, что с территории своего района, там республики они не выйдут. И они были казнены, а их телефоны отправлены в Сирию, и оттуда приходили сообщения: мы пришли на джихад, мы воюем, там здесь хорошо, слава там Аллаху и так далее. Эти люди из Чеченской республики не выехали, их казнили, их тела были по разным местам. Это мы тоже все знаем. И 12 человек были задушены альпинистским канатом для того, чтобы не было запаха крови. И это тоже должно быть расследовано, и об этом мы тоже должны помнить, чтобы больше не повторялись такие преступления. Ни в коем случае. Мы должны работать для того, чтобы наше государство смогло вернуть все бумерангом всем, кто это творил. Пока мы этого не сделаем, мы не можем называться государством. Мы должны наказывать всех, кто совершает преступления против людей, обвиняя там исламистами, там каратистами, террористами. Да, лазвот обал дуэльцер, далде албойлиш. Это были молодые ребята, там, которым было там, некоторым было 18 лет, 17 лет. Вот, например, Садаеву Султану было на момент казни 17 лет. Ну вот, 88-го, 97-го, Адиев, Моусар,
Мингаев Идрис, Досаев Адам 88 года, Беймурадов Турпал 97 года, Мусаев Магомед 2000 года, Усунов Адам 98 года, Садаев Султан 99 года, Тучаев Ахмед 82 года, Дукуев Хизир 83 года, Ибиев Асхаб 95 года. За январь-февраль месяц казнено около 100 человек. Об этом Новая газета еще не пишет. И эти преступления совершались непосредственно под контролем у ФСБ по Чеченской Республике. ФСБ приезжали, конкурировали, и чеченцы среди них были, и русские были. Вот так казнят нас, вот так помогают уничтожать свой народ чеченоговорящие. А исполнителями были вот эти так называемые кадыровы, кадыровцы, или как их там, бандиты, преступники. Долбиком больше. Так, и тогда сейчас я перейти к тем основной теме, хотел бы вам показать одно видео по поводу, мы очень возмущаемся, удивляемся, когда некоторые журналисты работают на Россию. Да, здесь на Западе журналисты работают на Россию. Старые, матерые журналисты работают на Россию. Им платят большие деньги, они проталкивают свою идею. Здесь есть разные каналы, и это давно заведено, и это самый большой секрет. И вот я вам скажу почему. Был такой, недавно умер, в прошлом году, по-моему, или позапрошлом, Буковский. Это диссидент, несогласный человек с советской вот этой системой, варварской преступной системой. Он в гостях у Гордона, которого я обвинял, что он работает на Россию, но я так понимаю, что он работает на СБУ. А СБУ принимала участие в геноциде чеченцев. И поэтому Украина и СБУ не спешит говорить о том, что чеченская, хотя чеченцы гибнут и защищают Украину, мы всегда поддерживали и будем поддерживать, потому что мы не СБУ поддерживаем, а поддерживаем украинский народ, свободных славян, мы поддерживаем, будем поддерживать. Это наши друзья, это наши братья. Мы поддерживаем крымских татар, тоже украинцы. Я их не делю ни на крымских, ни на там других каких-то. Для меня все украинцы. Это мы их поддерживаем, уважаем, понимаем их священную борьбу и будем поддерживать. Ну вот они не любят говорить. Почему? Потому что им нести ответственность. Потому что начнут появляться фамилии разных украинских генералов, которые выдавали чеченцев, которые помогали, а возможно принимали участие на территории нашей страны в качестве вот этих наемников, как сейчас ЧВК Вагнера. Нам предстоит большая работа, и я думаю, с украинцами мы ее проведем. И было бы хорошо, если СБУ и власти Украины в конце концов заявили бы свою позицию по Чеченской Республике Ичкерия. Хватит молчать, на самом высоком уровне нужно заявить. Я призываю это сделать в том числе и в первую очередь Зеленского, президента Владимира Зеленского, президента Украины. Но давайте сейчас не будем, об этом я тоже как-нибудь буду говорить и писать. Я хотел бы вам сейчас показать этот короткий видеоролик, где Гордон общается с Буковским. И это с канала Дмитрия Гордона. Ролик называется «Буковский о том, что его больше всего поразило в архивах КГБ». Минутку внимания. 3 минуты. Да. Какие документы
наиболее вас поразили в этих архивах? Давайте поправим. Доступ к архиву КГБ никто никогда не получал. Вообще. По решению Ельцина 23 августа, когда рухнул, эти архивы должны были быть переданы в Госкомитет по архиву. Внимание! Ну, Очень интересно. Да, ЦК передали, потому что здание ЦК было захвачено толпой. Поэтому все архивы попали куда надо. А по поводу архива ГБ была создана специальная комиссия из бывших агентов, естественно, которые замели следы. До сих пор эта комиссия работает. Ни одного документа она не передала. Так что нет, я видел документы ГБ, только те, которые они направляли в ЦК. В архиве ЦК. Что вас больше всего поразило? Вообще во всем материале документов, из того, что вы видели. меня поразило, до какой степени они инфильтрировали Запад. Вот это меня поразило. Ну, я знаю, что они работают, что у них есть агентура, там прочее. Но вот то сотрудничество, которое любая западная институция имела с Москвой, меня поразило. Это все. Это не только политики, это не только профсоюзы. Военные. Военные тоже, но что меня больше поразило, это пресса. Пресса, культурные фигуры. Покупали. Наверное. Вот. Я много видел, но не все. В какой-то момент главой комиссии по рассекречиванию был такой Михаил Полторанин, он тогда был министром Печати. Ельцина. И большой приятель Ельцина. Ельцин назначил главой. И я с ним, конечно, договаривался, что вот я закажу столько документов, он их рассекретит. И он это все делал. Он очень по-кавалерийски обходился. Там в этой комиссии был представитель ГБ, МИДа, Время такое было. да, но с ним никто не спорил, он пьет с президентом, кто-то будет спорить. И мы со широким жестом говорим, разреши. Но вот даже Миша однажды пришел, показывает мне документ, 2 странички, плотно напечатанные. И говорит, а вот этот документ мы тебе не дадим. Я говорю, что такое? Что делать? А это имена иностранных журналистов на зарплате у КГБ. Я говорю, да, Миша. Нет, говорит, не дам. Я говорю, а почему? Мы ими попользуемся еще. Вот, они продолжают пользоваться. Я, конечно, не призываю ни в коем случае всех журналистов считать агентами КГБ. Но я знаю, что они есть, и я вижу в прессе, это самые важные люди для КГБ, да, их пропаганда, их идеология должна доноситься до людей через посредством вот этих продажных журналюг, будь они неладны. Так, давайте чуть-чуть я отвечу на ваш вопрос. У нас время, я сегодня свободный этот стрим получился. Извиняюсь, конечно, что не так информативно сегодня было, но зато так по душам поговорили, как говорится. Так, слышно это видит. Так, сейчас смотри, звук эхо нехорошо, слышно это видит. Да, плохо. Захват. Ну ладно, оставим тогда этот ролик. Там он говорит, что он докапывался, да, пытался докопаться до архивов КГБ, которые как не были раскрыты. Ну вы слышали, наверное, там вот и неразборчиво. Хэщается, не было слышно, да? Ну давайте оставим. Он там говорит, что агентура, пресса, вот такие твари в прессе. Вон как найти, услышал. Тут, короче. Давайте, господа, не будем отвлекаться. Мы говорим очень серьезные вещи. Эхаю. Чечня, не Россия. Эхаю. Эхаю. Так, Айдер Килны, Астанбей, Сагол. Салам алейкум. Кремлы. Так. Тогда будут сейчас проблемы у нас, если я хочу вам... Ну, сейчас я уже не успею вам показать весь ролик, который я хотел показать. Ну, давайте тогда оставим на сегодня эту передачу. И я вам тогда расскажу
важную новость, которую я хотел бы тоже запечатлеть, которую я вырежу и отдельно выложу. Так, территория Март. Астам, могу лишь сказать, что люди в оккупированной Чечне часто обсуждают пассивность чеченцев к оккупационной власти и проявляют желание выступить для деоккупации, если рывок оправдает себя. Я думаю, пока не оправдает. Может показаться, что я там выгораживаю, как меня уже пытаются сказать, что я Кадырова выгораживаю и так далее. Ни в коем случае. Знаете, мы должны сделать шаг только когда 100% уверены в его результате. Вот только тогда мы должны этот шаг делать. Тем более, когда зависит жизни людей, когда на карту ставятся жизни людей. Поэтому ни в коем случае категорически против того, чтобы люди находятся в заложниках. Знаете, когда я сюда приехал и начал заниматься этой деятельностью, да, немного критики не помешает, и нас самих, я куда ни возьмись, есть чем заняться. Вот ты можешь это взять, много работы, это взять, много работы. Любая тема, возьмите любые права, любая это пропаганда, что бы ни было, хоть чем можно заниматься, да. В тяжелейшем положении находится чеченский народ. И у меня пришла такая мысль, я спросил одного своего близкого товарища, я говорю, неужели, когда вот боевые действия шли, такая же пассивность здесь в Европе чеченцев была? Он сказал, да. Не просто простые, а которые обязаны даже выполнять свои, которые представляют нашу страну, которые обязаны-то все, никому никакой зарплаты не платится. Я сказал, да, так и было. Я сказал, они сгибли зазря, не было никакой перспективы. И они должны были выехать, хоть на день раньше выехать. На день выехать раньше и спастись. Потому что нельзя просто так гибнуть. И поэтому мы не должны сейчас пока делать. Мы должны здесь в Европе объединиться. Мы должны здесь в Европе попросить привлечь внимание общественной организации, международные институты, объединиться и начать работать. И мы не должны сидеть. Мне очень горько наблюдать. Каждый день для меня горько. Я иногда очень не нравится мне все это. Но другого выбора нет. И поэтому мы сейчас, знаете, какая ситуация, если так приблизительно. Это как весы. Вы помните вот эти весы, которые держит Фемида на здании суда с завязанными глазами. Так вот, это если сравнить вот это соотношение наших сил, то сила, которая против нас, она намного перевешивает. И у нас вот здесь мы находимся. То есть нас не видно, мы там далеко находимся. И ситуация, которая сейчас происходит в мире по отношению к фашистской России и к ГБшным вот этим террористам, ФСБшным, ГРУшным террористам, ситуация меняется. Их силы уменьшаются, и мы вот должны вот на один уровень стать с ними. Уравняться мы должны. Очень много сил Россия теряет. И ни малейшего сомнения, что эти силы будут дальше таять. Но нет, пока еще мы далеки, чтобы уравняться, чтобы мы могли сразиться. Поэтому нам нужно накапливать сил, искать союзников везде, на севере, на западе, на востоке, на юге. Везде мы должны искать союзников. Мы должны всячески попробовать. Первый, главный наш союзник, конечно же, это западный мир, Соединенные Штаты, Турция. Мы должны всячески попробовать привлечь внимание к нашей проблеме. Оснований у нас огромное количество. Просто нашу проблему обойти не могут.
Не объехать, не обойти, она до того громадная эта проблема. Единственное, я уже много раз говорил об этом, единственный момент, единственный случай, когда ее смогут обойти, это если мы будем молчать. Поэтому мы не должны молчать, мы должны доносить до этого. И не должны молчать. Я вот ездил, был в Берлине и общался с одним немцем. Этот немец очень хорошо знает нашу ситуацию, ну и так далее. И я ему говорю, ну смотри, я говорю, в каком тяжелом мы положении находимся. Почему к нам такое отношение? Он говорит, знаешь, раньше евреи, когда здесь в Германии их преследовали, говорили, ты еврей, у тебя нет права. Ты еврей, ты никто, говорили. Прямо евреям в лицо это говорили. И он мне говорит, ты чеченец, ты никто. Это должно быть нас, задевать это должно быть. Он это не говорит от себя, он говорит, такое отношение. Был бы ты арабом, говорит, тебе уже лучше отнеслись бы. Любой чеченец, он говорит. Был бы ты американцем, арабом, совсем другая история была. Почему нам это не обидно, почему это нас не задевает, почему мы молчим, почему мы должны молчать, почему мы должны собираться идти, драться куда-то идти, когда нужно выйти на митинг, когда нужно написать обращение к депутату. Это такой совет вам от адвоката, консультация адвоката бесплатная. Вы для себя это можете использовать в дальнейшем, этот механизм. И этот палец должен стучать, пока эта дверь, палец этот не пробьет эту дверь. Ишь-дешуновое отношение. Вот такое к нам отношение. Ты чеченец, ты никто, нам сказали. И говорят по сегодняшний день. Где 200 тысяч просмотров за сутки бывало у Мамихана Умарова просмотры? Да, в основном, конечно, это было в Чечне. Но здесь, в Европе, что же смотреть? Где люди, которые вышли, обозначили преступников? Когда мы выходили к российскому консульству, посольству Германии, наши люди выходили, меня там не было. Когда выходили, несколько дней прошло, сразу обозначили преступников. Почему вот эти поддерживающие, брат Анзор, там это, то, все, почему эти люди не выходят? Я не призываю штурмовать, взрывать, убивать этих послов. Хотя я не сомневаюсь, что посольство в курсе было этого убийства. Потому что я вам показывал, как генерал КГБ Гудков рассказывал, как у них происходит. Просто передача информации в этот день. Передача, просто встреча. За 6 часов выходит, ищет, уходит, ходы, следы, увиливает. И все, посольство стоит на ушах. А тут происходит убийство. Я не призываю ни в коем случае уничтожать эти банд-притоны, сжигать их к чертовой матери. Я этого не призываю. Я призываю действенно делать эти методы. Да, действенно. Надо делать так, чтобы это было максимально выгодно нам и максимально вредно им. Где? Никто не уходит. Хусейн Исханов, его товарищи, там 100 человек, женщины с детьми вышли. Вот женщин вывел, с детьми вышел, говорят. Так что, господа, мы должны защищать свои права, сами работать, не сидеть без дела. Так, время наше подходит к концу. Я бы хотел зачитать, но я это сделаю уже отдельно. Я хотел историю Чеченской Республики Ичкерия от Ахмеда Закаева. Почитаю ваши сообщения. Я смотрю, вам это неинтересно, когда я говорю
Я отдельно сделаю видеоролик с текстом Ахмеда Закаева про Ичкерию. Это очень важно, чтобы это тоже сохранилось. Там он указывает очень много моментов, очень важных моментов, так как он является на протяжении этих 25 лет непосредственным участником практически всех этих событий. Мы должны наших ветеранов, наших людей, которые основоположников нашего государства, носить в прямом смысле вот так на руках, чтобы эти люди нам передавали свой опыт, знания. Так что сделаю потом этот ролик. Хорошо, давайте тогда. Так. Ну правильно, чего не воевать идут здесь, это так не мне. Ватник вирус, посольство РФ не просто так прикрыли в США, так и ЕС надо. Ну, США не прикрыли, но основное вот их здание там отобрали, но много там у них отобрали. Конечно, полностью это она воюет, Россия воюет с западными, она воюет с Германией. Я об этом говорю, пишу, доношу, довожу до сведения. Господа, против вас идет война, против вас, когда нас убивали, вы думали, пронесет. Против вас теперь идет война. Господа, я еще раз говорю, здесь они находятся и действуют. И буду доносить. И есть результаты. Есть результаты. И будут, да, мула, результаты. Чеченский след Рязанский сахар. Ахмед Закаев мой президент. Хамзат говорит, Аслан, не отчаивайся и никогда не унывай. Я вообще оптимист по жизни. Хамзат, ДРС ходит за поддержку, не отчаиваюсь, да, не отчаиваюсь, не унываю. Я знаю, что мы справимся. Мы справимся. Вообще не сомневаюсь. Просто мне вот это даже один день потерянный жалко. Один день, который мы теряем, очень жалко. Потому что мы находимся в тяжелейшем положении. Но все произойдет по воле Господа, само собой. Слишком большие, титанические такие силы уже разворачиваются. И все будет Ичкерия, да, Аллах. Так, давайте я тогда закончу свой стрим. Прочитал несколько ваших сообщений. Так, территория Марта зарядка кончается. Чеченский след Рязанский сахар напоминает. Русские предпочли сдаваться в плен Ахмеду Закаеву. Знали, что останутся живы и здоровы. Территория Март. Заряд кончается. Да, война идет, наша Раша. Как найти несущий мир Махабариц? Аслан просто рупор. Я его не ввожу в кумиру. Он говорит то, что я и многие другие сами же так и думают. А как будет что-то масштабное у нас дома? Да, мула, поеду. Атаиш Мадитич, несущий мир, пожалуйста, ты вроде такой спокойный был, что с тобой случилось? Какая оса тебя укусила? Успокойся, мы все братья, я никакой не кумир, я один из вас, я худший из вас. Валлах, я считаю, шунхалавар дош аль-хак должмаваться. Это мое убеждение, я не красуюсь, ничего. Я реально считаю, что я не абсолют. Просто я это делаю, потому что никто это не делал, и я это вот начал говорить. Потому что кто-то, я знаю, что лучше меня есть говорить, делать умеющие люди. Профессиональные журналисты есть. Мы делаем, каждый, что может. Каждый делайте. Отправили, каждый отправил из вас эти обращения. Каждый отправил. Вот, это ваш долг. И альчам, но чуть-чуть. Халхиет босс, это но это надо делать, господа, это надо делать. Так, иншаллах, говорит Мерседес-Бенц. Хамзат Гилаев выпустил. Ну, иншаллах, файтер Израиль. Аслан, молодец, браво. Спасибо, файтер. Несущий мир. Март, удачи. Не забудьте, что я не Адам. Не забываем. Хорошо, это... проехали.
Так. Аслан, я несущий мир. Этого я не знаю. Вот, путаница какая-то. Я, говорит, несущий мир. Я не Адам. Так, все, господа, надо заканчивать стрим, вы уже тут переругаетесь. Выпуск инкульта. Ребята, ребят, что не путался Аслан, а мы в чатлане. Как найти? Аслан, снова расскажи, как отправить, а то я более 2 недель болел короной. Как найти это долго? У меня на канале это есть. Посмотри, пожалуйста. Отдельно есть. Обязательно надо отправить. Как найти? Несущий мир. Аслан Лорс. К тебе вопросов нет. Всем нужно это все отправить. Их 2 несущих мира. Ну, нам все несут мир. Это же отлично. Ну, пожалуйста, один, кто новенький несущий мир, измените свое имя, потому что у нас есть старый несущий мир и новый несущий мир, это уже выглядит как нехорошо это выглядит. Так, на приятнейшей ноте, на приятнейшем сообщении закончу Осколе. Ахмед Закаев и Аслан Масхадов, великие воины, которые родились в Казахстане, я горжусь этим. Спасибо Осколе. Спасибо всем, спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Всего самого хорошего. До понедельника. Все будет Ичкерия. Спокойной ночи. Ассаламу алейкум.